эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Якутия вошла в топ-10 рейтинга состояния инвестклимата в регионах России. В республике продолжают бушевать пожары. Площадь, пройденная огнем, более 1150 гектаров. Акция «Села батарейка» по сбору отработанных элементов питания прошла в Нерюнгри. Проводится усиление сил и средств для тушения пожара близ села Мар Нюрбинского района. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет. В тушении участвуют 41 лесной пожарный, 30 мобилизованных из числа местного населения и 18 единиц техники. Накануне проведена работа по прокладке противопожарного разрыва трактором по периметру. Работа по тушению осложняется порывистым ветром. Дополнительно направлены 19 работников Якутлесресурса и авиалесохраны. Направлен трактор, работает вертолет Ми-8. Провели облет самолетов, все пожары, 13, 18, 20. И по итогам этого осмотра было уже видно, что с утра уже 4-й класс пожарной опасности, ветер порывами 9 метров в секунду и 12 метров в секунду. И решением главы района введена чрезвычайная ситуация по району. И в данный момент все прямые угрозы сняли мы. Но успокоиться еще рано, а работы ведутся. В данное время МЧС Ми-8 водосливным устройством. Сперва Нюрбачане работал, сейчас в данное время на населенном пункте Ханаласа работает. Силы средства хватают. Дополнительно приехали с города федеральные службы 19 человек и Якутлесресурса свежие 7 человек. Будем до конца все эти пожары локализовать. Всего на территории республики действует 16 лесных пожаров на общей площади более 1150 гектаров, расположенных на территории 9 районов – Нюрбинского, Сунтарского, Усть-Алданского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Ленского, Усть-Майского и Хангаласского. Из них локализовано 3 лесных пожара на территории 3 районов – Ленского, Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского. На тушении задействовано 1209 человек и 141 единица техники. На территории 7 районов введен особый противопожарный режим. Также режим чрезвычайной ситуации введен на территории Сунтарского и Нюрбинского районов. 103 новых случая коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В Якутске 65 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 7, в Вилюйском 6 случаев, в Верхневилюйском, Ленском районах по 5 случаев, в Горном, Аймиконском, Усть-Алданском районах по 3 случая, в Алданском, Намском по 2. В Кобяйском, Хангаласском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2615 исследований на коронавирусную инфекцию. Обогатительная фабрика номер 15 Нюрбинского ГОК запущена в работу. На сезонном предприятии обрабатывают алмазоносные пески трубок Нюрбинская и Батобинская. Фабрика работает только в летний период. Зимой на предприятии провели ремонт всего оборудования, настроили автоматику. Персонал на сезон подбирался заранее, предпочтение отдавалось людям с опытом работы Валроса. Сотрудники трудятся на фабрике вахтовым методом. В этом году на предприятии обогатят 600 тысяч тонн алмазоносных песков. Остановить фабрику планируют в октябре месяце. В последнее время Валроса разрабатывает ряд программ по совершенствованию всех переделов предприятия. Так, за счет внедрения мероприятий уже удалось увеличить плановую обработку на обогатительный сезон с 540 до 600 тысяч тонн. Работаем и над вопросом хвостохранилища. Оно практически полностью заполнено. Для дальнейшего складирования хвостов прорабатываются разные перспективные направления. В том числе решен вопрос дополнительной емкости для складирования воды. Заполнение планируется начать в июне 2021 года.
Республика заняла 10-ю строчку национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме. Как показывает рейтинг, Якутия ежегодно улучшает свои позиции. Так, в этом году республика поднялась на 10 мест выше по сравнению с прошлым годом. А в 2019 году регион занимал 22-е место рейтинга инвестиционной привлекательности. В 2018 году – 52-е. Большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур, получения разрешения на стройку, подключения к электросетям, постановка на кадастровый учет, а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта страны. Бизнес позитивно оценил качество и доступность финансовой поддержки в регионе. И мы связываем это с тем, что республика фактически первая среди субъектов Российской Федерации приняла антикризисный пакет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за 2020 год были оказаны федеральные и региональные меры поддержки на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Кроме этого, была кредитная поддержка оказана на 3 миллиарда 700 миллионов рублей, и это дало возможность продвинуться в рейтинге. Это первое. Второе, бизнес также позитивно оценил процедуры, связанные с выдачей разрешения на строительство и постановкой земельного участка на кадастровый учет. Вот. А еще в группе показателей, которые связаны с административным давлением на бизнес, также отмечается позитивная динамика. И при этом нужно сказать, что недавно тоже был опубликован административный индекс давления на бизнес. В нем также республика продвинула 72 место на 22 место. Это тоже результат большой работы совместной с федеральными органами власти по регулированию контрольной деятельности. Навигационный сезон стартует в Якутии. В столице провели проверку сил и средств к выполнению предстоящих задач. Ко всему этому приурочили торжественное поощрение юных героев нашего города. Сюжет Алексея Лукьяненко. На лодочной станции при осмотре сил и средств ГИМС прошла проверка знаний и своих функциональных обязанностей личного состава. Проверяли наличие документов, средств защиты, свидетельств на право управления маломерным судном, а также техническое состояние судов и их укомплектованность. Все государственные инспектора готовы к исполнению своих служебных обязанностей. Также были осмотрены наши суда. Суда показали тоже себя технически исправными, к судам никаким нареканиям нету. И данные суда готовы у нас к работе в 2021 году. Сейчас мы видели, что был пробный обкат. Это, так сказать, парад судов. Посмотрели, вспомнили, как оно было. И буквально с завтрашнего дня половина патрульных катеров уже отправляется в рейдовые мероприятия. ГИМС и спасатели к смотру готовы. Главный госинспектор Смирнова. Доклад закончен. Навигационный период у нас в республике уже начался со вчерашнего числа. 7 числа в основном по всей республике откроется. В целом смотр показал общую готовность. Мы прикрытие по всей республике, по всей территории республики готовы. Общее количество плавсредств у нас около 42 будет обеспечивать безопасность людей на водных объектах. Действительно, безопасность людей для сотрудников ГИМС является приоритетом, но что делать, когда спасателей рядом не оказалось? Именно такая история, чуть не обернувшаяся трагедией, случилась 25 апреля. Учащиеся средней школы номер 23 Якутска, гуляя в районе площади Победы, увидели детей, провалившихся под лед. Школьники, не раздумывая, бросились на помощь, после чего совместными усилиями помогли выбраться ребятам из ледяной воды. Как рассказали ребята, героями себя не считают. Видели, как дети бегают с собаками, да. Ну, мы стояли, смотрели, и они провалились. Ну, то они подошли на хрупкий лед, там, где он почти растаял. Мы долго не раздумывали, сразу к ним пошли. Еще я видел рядом с нами какого-то мужчину. Малик побежал так, как он был самый первый. Он пошел сразу за девочкой, вытащил ее и сам упал под лед. Я пошел за Маликом и тоже упал. Я выбрался. Юра пошел к нему поближе, но он решил, что без палки, то есть ничего особо не сделать. Я взял палку и начал Малика вытаскивать. И тот дядька уже вытащил мальчика.
Только в прошлом году в Якутии было зафиксировано 46 смертельных случаев на воде. В целом, по итогам 2020 года произошло 96 опасных случаев на водных объектах. Те, кто остались живы, зачастую были спасены простыми прохожими. Во время построения ребятам торжественно вручили благодарственные письма и ценные подарки, а также прокатили на спасательном судне. Вот такие они, скромные, юные и уже герои. Алексей Лукьяненко, Семен Семенов, Якутск. Россиян ожидают 10-дневные новогодние каникулы в следующем году с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. 1000 имбирных пряников испекла айхальская мастерица за год. Надежда Гостева любимому увлечению посвящает все свое свободное время. Готовит пряники любой формы, а еще украшает их разными рисунками. Наши айхальские коллеги побывали в гостях у пряничных дел мастерицы. Время вышло, поехали. Такие имбирные пряники Надежда Гостева печет почти каждый день. На кухне, в шкафах повсюду формы для выпечки, кондитерские мешочки, скалки, сито и другие инструменты. Использует и пищевые краски. Ими мастерица умело разрисовывает пряники. Надежда уделяет внимание каждой детали. Аккуратно прорисовывает лица, руки, элементы одежды. Ну так вот, если посмотреть, сколько времени на изготовление одного пряника, это каждый раз такой процесс индивидуальный, да. Чем сложнее роспись, чем сложнее заливка, соответственно, дольше растягивается время. Маленькая Арина, дочь Надежды, помогает маме во всем. Любит не только поесть пряники, но и сама их готовит. Умело обращается и со скалкой, и с тестом. И, конечно, прислушивается к советам мамы. Мне больше всего нравится с мамой украшать пряники. На кухне всегда пахнет свежей выпечкой. Без пряников не остаются и родные, и друзья. Надежда гостям всегда рада. Ой, девочки, у вас очередной шедевр. Я так хочу попробовать. Подруга семьи Ирина Огнева в этой квартире гость частый. Заходит дегустировать пряники почти каждую неделю. Уносит сладости и домой, чтобы угостить и своих близких. Надежда печет такие пряники, очень красивые, очень вкусные. Каждый пряник – это шедевр, это ее душа, это ее творчество. Кушая пряники, пробуя пряники, мы вспоминаем о детстве. Сегодня пряники пекут 1000 женщин. Мастерицы создают свои YouTube-каналы, страницы в соцсетях. Проводят мастер-классы по росписи пряников, завоевывают внимание аудитории. Популярное увлечение для многих перерастает в бизнес. Пряники пекут на заказ. У айхальских пряничных дел мастерицы тоже есть свои страницы в соцсетях. Фотографиями готовых работ делится с подписчиками. Мечтает Надежда завести и YouTube-канал. А пока каждый день оттачивает свое мастерство на кухне, стараясь, чтобы каждый пряник был как можно лучше предыдущего. Оксана Мезенцева, Екатерина Бабина, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Оставайтесь с нами.